Здравствуйте, это программа «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. И сегодня у нас в гостях известный режиссер Сергей Потапов. Человек уникальный и самобытный во всех отношениях, режиссер, у которого за плечами десятки снятых кинокартин и более сотни спектаклей, поставленных в разных театрах мира. Якутия Тарантино. Lavastaja Сергей Потапов. Буяман Уала Сергей Обуку. Кто-то говорит, что я великий тюркский режиссер. Разножанровый, всеядный. Могу сделать все, так что меня не проведешь. Молодой гений, молодой режиссер, подающий надежды. Почему ты больше не снимаешь кино? Вот все спрашивают. Я думаю, я еще не снял свое кино вот по-настоящему. Я хотел стать поваром. Обломали рогами. Я понял, что, оказывается, женщины ходят в театр. Я не пойму, что это. Ну, конечно, больше, наверное, здесь меня ругают. Только гадости здесь я наслушался про себя. Полвека будет, потом посмотрим, стал я режиссером, нет. Аплодисменты! Привет. Привет, Юрий. Ну, большая удача, что мы вообще застали тебя в Якутске, потому что, насколько я знаю, ты больше 50% времени точно проводишь за пределами республики. Ну так вот получилось, что я здесь. В том году я здесь долго был. Ну вот пандемия началась, и все проекты ушли. Я здесь в Якутске долго был. Пандемия очень сильно, конечно, нашу жизнь поменяла, многое перевернулось вообще с ног на голову. Как ты это ощущаешь, вот лично ты, и как это ощущается в театре? Ну, мир, конечно, поменялся. Мы пока еще не осознали, мне кажется. Еще, мне кажется, еще будет что-то. Для театра это очень в минус, конечно, все сыграло. Сейчас люди просто перестали ходить в театры, боятся. Почти полупустые зрительные залы, там, это очень сложно. Театр же это живая энергия все равно. «Белый бизон» вот мы сделали, кстати, вот Михаила Башкирова пьеса. Онлайн-трансляция была по НВК. Ну, многие театры начали вот так делать. Даже репетировали там онлайн. Это все равно не очень хорошо. Но я попробовал себя вот в таком тоже формате. Но мне не очень понравилось это. То есть никакой онлайн не может заменить живой театр, живую реакцию зрителей, игру актеров? Все-таки театр это живое. Ты сказал, что собираешься в августе уже в Казахстан. Что это будет за постановка? Ну да, я улечу в Казахстан. Актау, казахский театр. В Казахстане вот в Актау спектакль делал Шыңырау. Абишка Кильбаев, такой казахский Хемингуэй. Как бы спектакль закончился, и в конце я там включил рычание, такой, рык верблюда. А верблюд у них это как бы животное такое священное, как бы символ этого Мангистау. И зрительный зал просто встал. Так аплодировали, они аплодировали больше этому верблюду, чем моему спектаклю. Вот первая постановка у меня была в Казахстане по Чехову «Вишневый сад». Я театральный режиссер из Якутии. Меня пригласили в Казахстан. Талга, художественный руководитель театра, попросил, чтобы я пробовал поставить Чехова «Вишневый сад». Кстати, вот казахстанский театр по менталитету очень похож с нашим Саха-театром, потому что мы все-таки тюрки. Я очень долго не хотел ставить Чехова, у меня не очень получилось с 3 сестрами здесь в Саха-театре. Поэтому у меня вот такая, думал, что нам, азиатам, с Чехом как-то очень сложно найти общий язык. Но я сделал такую казахскую историю, даже название поменял. Ше называется, вишня. Как бы Раневскую так называли в детстве, вишня. Я отдал эту роль самой молодой актрисе в театре. Самая молодая актриса играла. Раневскую? Да.
Там как бы она приходит домой, и она вот такая молодая. Ну, а в конце, когда уходила из своего дома, она в старуху превращалась. Ну, такой был ход. Вот они взяли гран-при Евразийского международного фестиваля. В этом году у меня вообще испанская такая тема пошла. Я буду ставить Лорку Бернарда Альба дом. Ставил в Татарстане испанскую драматургию. Потом в Норильске поставил тоже Лорку «Кровавую свадьбу». Вот сейчас опять буду Лорку ставить. Приезжаешь, ставишь, уезжаешь в следующий город. То есть ты такой режиссер-кочевник. Да, режиссер кочевой, да, кочевник. Вот. Кто-то говорит, что я великий тюркский режиссер. Но я ставлю и классику на их языке. Вот на Алтае вот поставил первую алтайскую пьесу Павел Кучияк. Спектакль «Чайныш» открывает череду юбилейных мероприятий, проводимых к 120-летию алтайского писателя, поэта и драматурга. Пьеса ставится в 3-й раз. Павел Кучияк исполнял роль Бая Козойта. Играл великолепно, правдиво, вспоминают современники. Нынешняя инсценировка Сергея Потапова, якутский Тарантино, как называют обладатели «Золотой маски» на родине, увидел в пьесе другой сюжет – без тягот гражданской войны, оставив быт и отношения богатых и бедных. Но главное – простое, человеческое, вечное во все времена. Театральные критики считают, новое прочтение удалось благодаря режиссерским находкам, как эти музыкальные вставки, не имеющие отношения ни к гражданской войне, ни к истории богатых и бедных. Получается, что есть заказчик, который формирует предложение, и ты уже по этому техзаданию, грубо говоря, ставишь спектакль. Я же как наемный работник, получается. Я приезжаю, я разговариваю там с директором, с художественным руководителем. Вот, они говорят, вот нам нужен такой спектакль. Для людей, для зрителя, ну, кто-то говорит, может, для фестиваля, может быть. Пьесу даже сами предлагают. Поставь у нас эту пьесу. Хотя, конечно, они всегда говорят, вот, ты что ты хочешь поставить? Я названия называю какие-то, потом они все-таки говорят, ну давай лучше вот это поставь нам. В Башкирии, когда ставил Мустая Карима, вот, познакомился с дочками, я у нее спросил, вот юбилей папы, и поэтому вот, какой хотите спектакль, она сказала, Сереженька, поставь классическую постановку. Постановка создана в рамках проекта «Театры малых городов», посвященный столетию со дня рождения народного поэта Башкирии Мустая Карима. Поставил спектакль известный режиссер из Якутии, лауреат театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов. Премьера постановки по трагедии Мустая Карима «В ночь лунного затмения» прошла в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении с большим аншлагом. Можно сказать, я доволен этим процессом, но все-таки последнее слово за зрителем, он скажет, получился у нас спектакль или нет. Ну, перед тем, как сделать спектакль, мы съездили в Уфу с директором и встретились с дочкой Мустая Карима, Альфией Мустаевной, и услышали ее пожелания, потому что все-таки этот спектакль посвящается столетию ее отца, народного поэта Башкирии Мустая Карима. «В ночь лунного затмения» – одно из лучших произведений отечественной драматургии второй половины XX века. Постановка о любви и верности, о свободе человеческого духа, о великой трагедии человеческой души никого не оставила равнодушным. А зависит ли работа в театре от переводчика? Да, все-таки они же по-русски знают, поэтому легче. А есть, где вообще по-русски не знают артисты, тогда вот сложно. В Хорватии я делал, у меня переводчиком был парень, который переводит русские книги на хорватском. А к театру вообще никакого отношения он не имел, поэтому как-то были какие-то сложности. А насколько сильно различие русской, европейской, скажем так, и азиатской театральной школы? Азиаты все-таки более как-то телесные такие. От энергии тела как-то идет от нас. А европейцы, они все-таки, больше у них там с головой связано. Они должны сначала понять, что они должны сделать.
Потаповский Ричард ни хром и не горбат, да и вообще мало чем отличается от остальных своих сторонников и противников, алчных до власти. Его не выдает даже акцент, его не слышно в монологах принца. Это и есть выбор режиссера Потапова. Ричардом может стать каждый. Это история о том, что толпа создает сама себе тирана, страшного человека, потому что без этого толпа жить не может. Европейский артисту очень сложно, вот, да, и сделай вот так быстро, сразу сделай, он так не сможет. Ему сначала надо понять. То есть да, ему нужно головой рассказать, это, да, объяснить, все зачем. понять, да, головой, а потом он сделает. А азиат нет, он сразу сделает, даже не думает, делаем просто. И сразу сделать правильно? Или это другой вопрос? Да, это другой вопрос, да. Но ты же сначала на сцену вышел как артист когда-то. Ну, это образование, это первое актерское у меня. Күнүстәрі түйіннәрі кәтирәрі кехете. Одулурары доғыра, әрейдері әрі. Үялға бардағына үксір. Кәлем бербетағына кеңінер, өр боллағына өлері күнер. Это тоже помогает как-то, я знаю кухню эту. Вот. Так что меня не проведешь. Мы говорили об отличии актеров, труп, а вот публика в разных регионах, она тоже отличается? Да, публика разная бывает. У каждого театра своя публика. Есть театры, куда ходят женщины неопределенного возраста. Я понял, что, оказывается, женщины ходят в театр вообще. Да, вот. Они диктуют. Пенсионеры ходят в этот театр, часто бывает так. И вот все зависит от зрителя. Делаешь какой-то спектакль такой, всем нравится это, и вдруг приходит зритель, и зритель может убить просто спектакль. Я вот в Питере в Балтийском доме ставил спектакль, и директору говорю, давай пригласим студентов, ну вот, первокурсников, всех, бесплатно, пусть, ну, на сдачу спектакля. Ну, он послушался, мы пригласили зрителей. Вот такого количества молодых людей, наверное, в этом театре не было, ну, в зрительном зале. Ну и так, ну, спектакль так просто рассел. Пришли бы там тоже люди уж в возрасте, и они бы вот так сидели бы и убили бы спектакль. А насколько для тебя важен литературный источник? Ну, как бы по школе-то я очень уважительно относился до какого-то времени. Потом я понял, что все-таки не надо так слишком. Все-таки я подумал, что это мы, оказывается, делаем их великими, этих драматургов. Представляешь, если вот все взяли, да, режиссеры, и перестали ставить Шекспира, он бы сразу ушел бы. Понимаешь? А вот приходит какой-то молодой режиссер и ставит Шекспира, и вот он живет веками. А если мы не будем их ставить, они же сразу исчезнут. Да, вспоминая Гамлета, у меня был вопрос про критику. Когда-то на заре карьеры ты заказал специально в якутскую газету разгромную рецензию на свой спектакль, чтобы поднять таким образом интерес. И вот когда я читала статью разгромную Минкина в «Московском комсомольце» про Гамлета, вот я подумала, признайся честно, да, ты ее заказал? Нет. Нет. Ну, наверное, хотел защитить, наверное, где-то. Они же всегда как-то на нас немножко смотрят, как на маленьких детей, наивных, чистых. А вдруг бац, и вот мы сделали так, что могут позволить себе несколько столичных театров. Нагло, трэш такой. Вот в этом плане, мне кажется, Саха-театр тоже так вышел вперед. То есть вышел за рамки чисто национального театра? Мы показали, что мы тоже можем так делать, как они. И не хуже. Неожиданно, современно, талантливо. Артисты Саха-академического театра имени Платона Аюнского представили на суд театральных критиков и московской публики спектакль режиссера Сергея Потапова «Мой друг Гамлет». Все билеты были распроданы задолго до показа. Спектакль при полном аншлаге прошел на сцене театра имени Пушкина на Тверском бульваре. Спектакль будет бороться за звание лучшего драматического в номинации «Работа режиссера». На звание претендует режиссер Сергей Потапов наряду с известными московскими режиссерами Константином Богомоловым, Маратом Нацаловым, Кириллом Серебренниковым. Кроме того, «Мой друг Гамлет» представлен на фестивале в номинациях «Спектакль большой формы», «Работа художника» Михаил Егоров и «Работа художника по костюмам» Сардана Федотова. Он делает какие-то правильные вещи с классикой,
А огромный список спектаклей, которые сделаны по Гамлету, говорит о том, что это уже невозможно, что это берет за горло, и надо посмотреть на это как-то совершенно иначе. И он разрушает традицию, несомненно, и вводит сюжет в современный мир со всеми его новыми мифологиями. Все эти драмы, которые существовали у Шекспира, они вдруг оказались абсолютно современными. И он, конечно, тут большой молодец. «Гамлет» в стиле панк, если не самая оригинальная постановка этой пьесы Шекспира, то уж точно одна из очень немногих в таком оригинальном жанре. Именно так отзывались зрители и профессиональные критики о творении Сергея Потапова. Но я не ожидал, что якуты сумеют прочитать этот спектакль так, как, мне кажется, его задумал Шекспир. И еще мне очень понравилась какая-то вот аналогия с такими лучшими фильмами Ларс фон Триера. Вот свежее такое прочтение. Не так плохо иметь сравнение с лучшими фильмами Ларс фон Триера. Так что браво. Там много нюансов было. Потом театр дал 13 дней на постановку. Представь? Я этот спектакль поставил за 13 дней. Если бы мне дали месяц, это был бы совсем другой спектакль. И мы решили похулиганить. Да. Что, за 13 дней невозможно? Это же нереально просто. Поэтому мы просто взяли и похулиганили вообще. А это твой рекорд, кстати, или нет? Ну да, возможно, это да. Но я участвовал в лабораториях, 4 или 5 лабораториях. Там приезжаешь в город, и тебе дают 3 дня или 4 дня на постановку спектакля. Так что я прошел такую школу. Вообще Россия, это, я думаю, это вообще Мекка театральная. Столько количества театров, наверное, нигде нету, и столько поддержки со стороны государства. Единая Россия очень так, финансово поддерживала. Программы были такие мощные вот, на постановке спектаклей. Ну, в небольших провинциальных театрах, да? Ну да, как малых театрах, малый театр России, вот, их очень сильно поддерживают. И многие режиссеры ездят и ставят вот так. А современная драматургия, что-то для тебя есть интересное? Ну, у меня есть друг мой, Михаил Башкиров, мы с ним очень так тесно работаем, я его ставил несколько пьес. Сложно, конечно, немногие театры соглашаются современную драматургию ставить. Если бы Бог наградил меня умом, я убила бы тебя, а не его! Знакомая мелодика, ритм и интонация героев, концентрированная экспрессия, а местами и вовсе намеренная условность. Все это невольно ассоциируется с кинематографом Тарантино. Кстати, якутского режиссера на Западе нередко сравнивают с эпатажным Квентином. Спектакль – смелый гибрид из трагедии, вестерна и даже битбокса. Но ведь даже когда ты ставишь по классике, ты не всегда обращаешься к каноническому тексту. То есть, например, Тимир Васса, вот последний спектакль, который я видела, был по какой-то неочевидной редакции этой повести «Железная Васса». Или, скажем, «Гамлет», твой самый первый спектакль, это же был не шекспировский «Гамлет», а Ионеско, тоже не самый очевидный выбор, не самая популярная пьеса. Не знаю, все оттуда приходит. Не знаю. Я в год по 8 постановок делаю, да? И поэтому я люблю очень быстро работать, как в динамике. Вот поэтому я как бы готовлюсь. Но я всегда прихожу и иду в музей, смотрю, пытаюсь понять этот народ как-то вот, приобщиться к культуре этого народа. Вот. Много разговариваю с людьми. То есть ты приезжаешь, погружаешься в некий контекст, да? Да. Иногда говорю, как ты это увидел, мы этого не видим, а ты увидел. Со стороны всегда виднее же как-то. И видишь те качества, хорошие или плохие этого народа. Вот. Потом это проецируешь на этот насание. Но зрители ведь тебя любят. Разные бывают, разные. Меня не знаю, что меня все любят. Ругают тоже часто. Ну, конечно, больше, наверное, здесь меня ругают. А нет пророка в своем отечестве? Не знаю. Столько гадостей здесь я наслушался про себя в Якутии, чем в других странах, республиках. Ну, там ты все равно как гость, поэтому как-то так. С почтением. Да. Субординация какая-то есть. А здесь свой, поэтому не церемонится. А это нормально, что в своей республике к тебе относятся по-другому? Нет, нормально. Все равно же родные люди мои. Но ты же не конфликтный сам по себе человек. Ну да. Ну мы из 90-х все, да? Обломали рогами. Ну и с возрастом ты понимаешь, что как бы через агрессию, конфликт ничего не получится.
Ты же приезжаешь, и весь театр работает на тебя, да? Надо со всеми найти общий язык. Вот. Тогда получится какая-то работа. Ну вот имеется в виду, когда ты постоянно взаимодействуешь с людьми других культур, другого языка. Как вот это на тебя повлияло? Ну, есть такой золотой закон. Играй по правилам. Если ты будешь играть по правилам, все будет нормально. Есть такие режиссеры, которые приходят и все ломают там, да? А я нет, я как бы только любовь и доверие какое-то. Потому что я много ставил в мусульманских театрах. Вот. И есть такие вещи, которые они не должны делать на сцене. Артисты даже уходят, там, намаз читают. Говорят, извини, я сейчас пойду почитаю, потом приду. Ничего страшного. Поэтому, наверное, тебя и приглашают? Да, у меня там, по второму, третьему кругу как-то так приглашают в один и тот же театр. И мне кажется, это очень такой, хороший знак такой. Я прихожу в театр, и полностью театр начинает на меня работать. Я создаю что-то каждый раз новое. И они как бы все собираются, потому что когда приезжает режиссер со стороны, всегда театр, он как-то так собирается. Да? И свои режиссеры как бы, они немножко к своим режиссерам не так относятся. А так уже как-то... Приглашенная звезда приехала. Приглашенный все-таки, да, там держит. Вот у меня здесь в театре я, как у себя дома чувствую иногда. У меня артисты опаздывают, иногда не приходят на репетиции. Как-то так. Как бы что такого? Да, а там, конечно, такого нету. Там все как, там такого, чтобы кто-то опоздал или что-то там не сделал, такого нет. И дирекция театра тоже заинтересована. Они же мне оплачивают проезд, проживание. Вот. Иногда даже суточные дают. Вот. Потом еще гонорар платят тебе. Я как бы не прихожу в театр просто так. Уже в голове что-то там уже выстроено. Я прихожу и быстро начинаю ставить спектакль. Вплоть до поворота головы я говорю артистам. Вот здесь ты поворачиваешь голову туда. То есть вот такой вот свободы, чтобы что-то во время репетиции рождалось? Мало, конечно, предлагают артисты. Если они какие-то интересные ходы предлагают, я начинаю развивать это. А так в основном, конечно, сам все делаю. То есть тебе это нравится, да, работать по разным театрам, ездить везде, а не сидеть на месте? Не знаю, иногда, конечно, устаешь. Какая-то усталость какая-то есть. Каждый раз просыпаешься первый раз и не знаешь, где ты лежишь. У меня такая какая-то болезнь такая сейчас получилась. Там съемные квартиры же, все, гостиницы. Поэтому. В одном интервью ты сказал, что ты ленивый, но если ты говоришь 8 спектаклей в год примерно, по результату вообще не скажешь. Как это можешь объяснить? Да, Олег Лаевский, известный такой критик есть, он мне надо мной все время смеется, говорит, ты ленивый режиссер. Я сначала тоже не мог понять, почему он так говорит. А потом я понял, оказывается, он говорит, что я быстро работаю. Вот поэтому я ленивый. Понимаешь? Режиссер такой, 2 месяца будут репетировать, да, как бы. А я за месяц делаю это. Получается, тебе просто 2 месяца репетировать лень. Я ленивый. И при этой быстроте ты же еще и ставишь в разных театрах, на разных языках, люди другой культуры, другого менталитета вообще. Как тогда воткнуться в это быстро и, может быть, у тебя какой-то секрет специальный есть, лайфхак какой-нибудь? Не знаю, я как профессиональный спортсмен, наверное. Я этим живу. Как ты считаешь, это вот теперь по жизни так будет? Или это просто какой-то период? Нет, наверное, да, конечно, все равно в любом случае где-то когда-то это должно закончиться, и я должен остановиться, наверное. Это ведь получается такое особое твое качество как режиссера, умение работать быстро. Ты ведь и кино тоже, Сергей снял за 2 дня. 2 дня, да. Снял, монтировал 2 года. Звук делали. Потому что я ни перед кем не был обязан, поэтому так тянул. Taptı körpüt alastargar Kustuk tühen köçüye Kılamangar günün gülür Kırahı abayda kıskın Kanlık olan yolun tüstür Analı garısılcağın. Кстати, он же взял в Казани на фестивале международного мусульманского кино, я взял лучший режиссуру. Я очень сильно удивился. Тема Тенгри там сыграла, наверное, нашего бога, Тамара.
То есть мусульмане нормально приняли это? Ну, они же все мы верили в одного Бога в свое время, Тангара. Потом они взяли ислам. Аня Яновская сюда приезжала, снимала тоже в церкви там. Хотели пригласить якутов, ну, православных. 3 якута пришли. Я говорю, это слишком много, 3 якута в церкви. Не знаю, мы все-таки остались верны, наверное. Ну и кроме имен, что у нас? Иногда надо мной смеются все. Почему у тебя русское имя? Да, но ведь многие творческие люди имя меняют на якутское. Ты не хотел поменять? У меня есть якутское имя. Буяман Уала Серге Обакун. А что означает это имя, как расшифровывается? Ну, это я по календарю, это якутскому. С Багдарын судьба же. Да? Ну, вот дни рождения. Вот. И у меня отец вот родился, ну, у него Буяман как бы. Буяман — это богатство, щедрость какая-то. Я его сын, Серге. От меня начинается начало, основа Серге. Потому что вот 22 июня у меня как бы стоит это Серге, называется, вот, имя якутское. А там же у Багдырына Сульбе же по дням рождения там имена якутские. Вот. И у тебя прям Сергей? Да, Серге у меня, да, там стоит 22 июня. А Обакун — это мой дедушка, как бы. Он как бы покойный, поэтому его имя остается, какое он есть. Авакум. Получается, Буяман Уала Серге Обакун, как бы. Отец и дедушка как бы меня защищают. Надо чтить своих предков. А за якутским кино ты следишь? Ведь ты стоял у истоков, можно сказать, этого кинобума. Ну да, и люди, которые надо мной тогда смеялись, они потом вообще сейчас начали заниматься кино. Ну вот «Любовь моя», наверное, вот, первый фильм независимый. От этого пошло. А я же участвовал с фильмом «Дыши» на фестивале вот московском, первый, наверное, перспектива конкурс. А, я помню историю, ты тогда по красной дорожке еще ходил. Меня не хотели пускать туда. И ты нашел какую-то однокурсницу свою по ГИТИСу и с ней пришел, да? Так было? Просто в основном конкурсом русская картина выиграла. И поэтому в перспективе мне не дали. Хотя потом говорили, что должен был я взять тоже. Потом Андрей Исаевич рассказывал, что там в Финляндии он встретился с одной женщиной, которая была членом жюри, она говорила про это. Почему ты больше не снимаешь кино? Вот все спрашивают. Вот. Ну, все спрашивают, и я тоже спрашиваю. Я думаю, я еще не снял свое кино вот, по-настоящему, вот, так серьезно. Вот я и попробую. Секретов всему свету. Да. Мы сейчас пытаемся деньги достать из Минкульта. Из Минкульта России? Да. На Чучуну. Чучуна и Суланьня. Если получится, в следующем году снимем кино. Будем снимать здесь, в Якутии. Сябянкёль, ну, пока вот, где вены живут. Это Кобяйский улус, центр же Якутии вообще. Оттуда Верхоянский город начинается. Вот, наверное, там будем снимать. Мы еще перевели вообще сценарий на эвенский язык. По-эвенски будете снимать? Возможно. То есть это вообще апокалипт Египтона какой-то? Ну там вот эвены живут очень хорошо, там очень сохранили вообще всю культуру свою. То есть это даже эвенский фильм получится? Ну это будет, да, первый эвенский фильм. Я это вынашивал очень долго, вот, снять этот фильм. Ну когда-то очень давно, когда Кеша Амосов был живой, мы думали про это. Оператор. Ну, то есть свой фильм ты еще снимешь? Ну, надеюсь. Ну, сейчас наши тоже начали как-то немножко, мозги немножко в другую сторону начали работать. Просто мы хотим снять кино, а они хотят денег заработать. Вот в чем разница. Поэтому, ну, больше надо не думать о деньгах вообще, надо снимать кино просто, чтобы снять кино. Ну, это огромная работа. Но кино все-таки остается в вечности. Ну да, и легче, конечно. Взял фильм просто в карман положил и поехал на фестиваль. А в театре так не сможешь сделать. Театр это огромный, там надо вести это, декорации, костюмы, артистов, понимаешь. Это очень. А кино взял, флешку взял и уехал на фестиваль. Ну и, конечно, кино остается, а спектакли умирают. Спектакль такая 7-минутная, живое. Ну, получается, если раньше ты и кино снимал, и в театре ставил, сейчас ты, ну, как бы выбрал театр, получается. Я же в разных жанрах, разножанровый.
Оперу даже ставил. Цирки ставил. Среди твоих многочисленных наград есть какая-то, которой ты особенно гордишься? Не знаю. Или человек, который за дипломный спектакль сразу получил золотую маску, уже ничем не пришибешь? Не, ну, конечно, приятно. Ну, в первую очередь, конечно, для театра это приятно. Когда вот, твои спектакли в других театрах, они что-то выигрывают, театрам больше нравится, они гордятся. А когда тебя называют конъюнктурщиком, ты не обижаешься? Ну, мне все-таки нравится вот, Джордж Стреллер, его слова. Театр для людей. Вот. Я думаю, я работаю для людей. Тоже Толстой говорил, для масс вот это настоящее искусство, вот, кто работает для масс. А те, кто вот, для какого-то ограниченного количества людей работает, это не искусство, он говорил. Ну, я где-то ушел по другим путем, я думаю. Я мог пойти другим путем, наверное, в искусстве. Ну, в создании спектаклей. У меня немножко не попсовый сейчас, я ушел в попсу какую-то. Ну вот у тебя более 100 спектаклей, а есть какой-то самый любимый? Не знаю. Ну, мне все как мои дети. И бить нюкус по-юнскому как-то. Ну, конечно, всегда первые спектакли твои как-то раннее творчество. Насколько вообще на тебя, как на режиссера, как на творческую единицу повлияла учеба у Марка Анатольевича Сахарова? Классическое образование, полученное в ГИТИСе. Иногда просят диплом. Надо показать диплом. Что учился у Марка Анатольевича Захарова. Когда ты молод, ты как бы не понимаешь этого. Но потом по прошествии лет ты осознаешь, что все-таки Марк Анатольевич хухры-мухры. Однажды он меня пригласил же в деканат и говорит: Сереженька, а ты никогда не задумывался, почему в таком большом городе, мегаполис такой, Москва, нету азиатского театра? Это было очень давно. Говорит, вот есть цыганский театр, еврейский театр. А почему, говорит, нету азиатского театра? Россия — это же Азия, он говорил. Я потом говорю, подумай про это. Это он мне заложил вот это семя. Бац, и вот это начинается реализовываться. Альтермодерновый, транскультурный азиатский театр. В национальных республиках это вот там уже проблема есть какая-то, потому что язык уходит как-то. На каком языке мы будем играть? Потому что там, если у нас будет команда сборная, там, возможно, будут разные народы, да, ну, азиатской внешности. И вот как, на каком языке играть? На русском, вот, на своем, на английском, либо придумать какой-то такой тюркский язык, который бы объединял все народы, тюркско-монгольские группы. Да? Ну, посмотрим. Это такая структура сложная. Ну, вот ты сказал, 30 лет назад ты в первый раз вышел на сцену. А не было ли у тебя чувства, что когда-то могло бы все сложиться совсем иначе? Другую профессию. Другую профессию. Ну, да, я хотел стать поваром. Какое фирменное блюдо у тебя? Ну, все связанное с мясом. Мы же волки-тюрки. Поэтому мы любим мясо. Ну вот тебе сейчас 46 лет, и по всем категориям, даже ВОЗ подняла возраст молодежи, но это уже не молодежь. А ты всю жизнь… Да, до сих пор. Молодой гений, молодой режиссер, подающий надежды. А сейчас вот время подводить итоги или как? Нет, почему? Режиссер — это такая профессия, возрастная же. 20 лет ты не сможешь стать режиссером. Наверное, только Питер Брук, наверное, такой, гений был такой. Он в 20 с чем-то лет там возглавил главный театр в Лондоне. А так, конечно, там режиссер, там, ну, вот, за 50 это уже, вот тогда ты уже стал режиссером. То есть маститым режиссером ты еще не стал? Ну, думаю, да, тут полвека будет, потом посмотрим. Стал я режиссером, нет? Спасибо за уделенное время, за то, что согласились ответить на наши вопросы, как я говорю. Ну, спасибо вам, что не забываете меня, приглашайте.
А это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.